Уникальные алмазы, которым нет равных в мире. Их добывают в Якутии. Один из последних примеров – алмаз в алмазе, найденный этой осенью. Обнаружили его во время сортировки в цехе якутского предприятия по торговле алмазами. Находится он в самом центре столицы республики. Как в целом проходит в нем работа и в каких условиях открывает неповторимые творения природы, узнавала Саргалан Захарова. Позади несколько степеней охраны, переоблачение в белые халаты без карманов и попадаем в святую святых алмазной индустрии. Сырье из рудников попадает в Якутск. Здесь оно проходит тщательную проверку. Каждый алмаз рассматривают под микроскопом, взвешивают, измеряют и распределяют по 8000 позиций. Размеры идут с полкарата. 2 грейнера, 3 грейнера – это 0,25 карата. 2 грейнера, 3 грейнера. Вот от 4 до 6 грейнеров, и это самое крупное, плюс 1,8. Вообще сам по себе алмаз сортируется по 4 показателям. Вес, качество, цвет и форма. Чтобы рассортировать по размерам, камни пропускают через специальное сито. Отверстия в них соответствуют определенной каратности. Идем дальше. В соседнем помещении стоят большие аппараты. В них промываются и сушатся алмазы. Засыпаем туда алмазы, закрываем на все замочки. И вставляем сюда 10 штук, 10 контейнеров вот сюда. Потом результат насколько отличим от исходного материала? Да, конечно, видно. На глаз видно, что они стали чище, они блестят уже. Работают как с крупными камнями, так и с мелкими. К слову, сортировка совсем крошечных алмазов требует особой внимательности и усидчивости. Но опытные специалисты с легкостью сортируют горку мелких камней на несколько видов. На помощь приходит и автоматика. Он делит на 13 позиций. Light – это светлая, значит, группа, фракция. Потом идет дарковая, средняя часть, значит, коричневая. И темная идет борт, то есть технический алмаз. Немаловажна и осторожность. Нельзя потерять при сортировке ни одного камня. У каждого помещения на входе и выходе лежат такие резиновые коврики. И все посещающие, и в том числе и сами работники, обязаны вытирать, выходя и заходя в помещение. Это делается для того, чтобы, не дай бог, хотя бы один маленький камешек вышел из этого здания. Ведь счет идет до самой 1000-й доли карат. В августе здесь произошла сенсационная находка. Небывалое явление – камень в камне, беременный алмаз, как прозвали его уже в цехе. Автор находки Татьяна Бурцева. Работает в цехе уже больше 20 лет, но ни разу не видела такого алмаза. Процессы работы смотрю, и вот как хотела было пропустить, как rejection с трещинами камень. А смотрю, там внутри камень прямо, камни. Алмаз в алмазе. Смотрю, еще и шевелится, а потом еще тык-тык-тык, ага, о, сразу погремушка. Не секрет, что якутские алмазы отличаются не только своими уникальными формами. Они высоко ценятся на мировом рынке благодаря своему качеству и неповторимой чистоте. Далее товар направляется на реализацию, в основном за рубеж, через единую сбытовую организацию. Примерно 90% реализуется на внешнем рынке. На внутреннем рынке ЕПТА торгует для якутских предприятий, занимающихся огранкой алмазного сырья. Это примерно половина от российского объема. В якутском предприятии работает больше 200 сотрудников, а вот сортировкой алмазов занимаются больше 100 человек. От них зависит будущее предназначение драгоценных камней. Отправятся ли они на производство в качестве деталей машин или засверкают на пальцах модниц. Саргалана Захарова, Георгий Григорьев, Якутск.